Уважаемые пассажиры, просим вас. Профессионального танцовщика заметишь в любой толпе по особому развороту плеч, горделивой посадке головы и летящей походке. Это результат многолетней изнурительной работы у станка и в репетиционном зале, когда часами, не обращая внимания на боль в мышцах, приходится отрабатывать движения, позиции, па, из которых потом на сцене и возникает чудо, именуемое танец. Афанасий Афанасьев – один из самых ярких якутских танцовщиков. Он знает, как на самом деле нелегко дается легкость полета на сцене. Еще мальчишкой он понял, что сцена станет делом всей его жизни. Ведь тело – это тоже инструмент, который может дарить радость сопричастия к прекрасному тысячам зрителей. Но есть и другая сторона, которую он тоже хорошо знает. Сцена не прощает ошибок. На сцене надо забыть все – боль, дурное настроение, проблемы. Только работа, передающая залу чувства, лирику, возвышенность, страсть, радость бытия. И напряжение, отпускающее только тогда, когда аплодисменты зрителей, их улыбки и крики «Браво!» подтверждают: да, все получилось. Помните ли вы вообще свой первый танец? И вот когда вы решили, что танец будет делом всей вашей жизни? Когда был маленьким, когда был вот детсадовские вот времена даже, да, детсадовские, я так помню, что там фортепиано так хорошо вот играл, это фортепиано. И как-то мы делали какие-то гимнастические, какие-то вот зарядки, какие-то вот так, руки, ноги. Вот я очень это помню, и очень мне впечатление осталось, вот музыка, фортепианная музыка, как-то марши какие-то вот такие, советские марши как-то. И нас по кругу вот так делали маршировки. И когда я в школе, так прямо меня брали там педагоги, говорят: Афоня, ты очень пластичный, вот такой легкий, веселенький такой мальчик, давай вот так, вставай. И я там прямо, когда вот ставили меня каких-то вот так впереди, линиях передних, да, и каких-то вот там солистов, я прямо гордился. Приезжали вот дуэт пантомимщиков Пирюшкиных, Олег и Наталья Пирюшкина. И посмотрел, они как шариком вот так делают, черный трико, и такие вот веснушки там нарисованы. Вот очень хорошо я помню. И мне так было очень, я хотел, как они делают. И дома я пришел, ну, никто еще там в амбаре или где-то вот так, и их как-то вот так подражал. Ну, у меня шарика тогда не было, я ходил, как они, вот так, ну, учился сам себя. Вот такой вот тяга была. Потом я поехал, когда 14 лет, я улетал, из Якутска я улетал. В Пулково прилетел, такой шикарный авиапорт, я прилетел, и я буду учиться на танцы, да, на классический балет, на народный танец, да. И вот тогда был полет. В детсаде, в школе, когда я хотел куда-то улететь и сделать какой-то такой очень большой взмах полета, и эту взмах полета я всю жизнь себе пользовать на свою вот жизнь, на свое творчество, на свою работу. Моя мечта, мое вот хотение, мое рвение впереди в жизни, да, вот это вот полет мне помогло в жизни. Приобрести, вот, стать артистом, танцором, стать там, ну не то, что вот иметь звание, да, а вот именно людям, зрителю показать свою взлетность, свою вот легкость, полет по жизни. Вот моя детская мечта вот так.
Афанасий Дмитриевич – признанный мастер своего дела. Свидетельство, высказывания коллег, много лет работающих с ним в одном пространстве. Привез в Якутию молодежное направление, современные танцы. Это стиль этно, модерн и джаз. Самым большим успехом в это время у него было участие на чемпионате по латиноамериканскому танцу ламбада. Вместе с актрисой Сахакадемического театра с Леной Румянцевой они приняли участие в Москве на очень престижном конкурсе, чемпионате по латиноамериканскому танцу ламбада. Здесь они не растерялись, хотя было очень много участников. Участники были профессиональные, очень сильные, и из-за границы тоже были участники, да? Они заняли почетное 3-е место. Это была очень хорошая новость для нас, для артистов. И в Якутии впервые наша пара заняла 3-е место в столь престижном чемпионате. Даже когда Афанасьев в то время встречали на улице, говорили: «О, привет, мистер Ламбада». Вот по танцам, если сказать, я прямо танцевал бы именно классические танцы. Классические, вот балетные танцы. Да, у меня высшее образование московское, и разные школы. Ленинградская школа балета и Московская школа балета. И в Ленинградской школе балета я очень хороший. Вот у меня там от нормального человека тебя превращает к другому человеку по классическому балету, по танцам. Совсем другие подходы, совсем другие отношения, совсем другие вот походки, фактура, культура, воспитание. Совсем там от человека вот ноги, руки делают совсем по-другому, чем вот нормальные люди. У вас есть образец? Кто вам больше всего всегда нравился в танце? Да? Ну, я как образцы, как вот, например, как из Московского, например, да, вот как Уланова, как Плесецкая, вот. Ирек Мухамедов был такой солист, да, вот. Я бы как-то вот их всегда вот смотрел, их спектакли ходил, смотрел солистов вот Кировского балета и Большого балета. Балет Сити я смотрел в Нью-Йорке, да, и там были очень хорошие вот двухметровые вот артисты балета, да, у них я думал: ой, как так это вот возможно танцевать вот такой вот классический модерн балета. Я у них вот образец у них я вот как-то вот там своим видением. Мне это очень нравится. Как человеческое вот тело, фактура, физика человеческая, вот это, как это может быть это делать, это движение. Это невероятно такое вот посмотреть. А за кулисами, среди коллег, таких же, как ты, своя жизнь. Бесконечные репетиции, подготовка к гастролям, концерты, поездки, новые постановки и работа. И еще то, что присуще всем театрам мира. Вечное соперничество. Даже не так. Дружба, соперничество. Когда постоянно нужно доказывать, кто ты, на что способен. Таков театральный мир, и реалии его суровы. Танец – привилегия молодых. Жизнь танцора на сцене коротка, как полет бабочки. Писатели, поэты, певцы могут творить до старости, а творчество танцора ограничено временными рамками. Ты еще молод, полон силы идей, но дышат в спину амбициозные 20-летние. Что ж, ты сам выбрал этот путь? Или этот путь выбрал тебя? Я в последнее время очень много думаю. Я сейчас вот как по профессиональным результатам, итогам, я вот сейчас не танцую на сцене, но я очень много думаю, когда я иду по улице, на природе, когда домой прихожу, я очень много себе вот прихожу в мыслях, да, что я свое, который вот сколько я учился в хороших школах, да, центральных школах, хореографическое искусство, я свое как-то все не дополнил, свои вот возможности, свой талант, опыт и данные от природы, свой полет вот на сцене, свой вот, еще раз повторяю, свои вот возможности не дотанцевал. Конечно, это для танцора, для артиста балета это очень печально.
Это он, Афанасий Афанасьев, солист национального танца имени Сергея Зверева «Кыл Уола», постановщик, хореограф, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, лауреат многих конкурсов, участник множества фестивалей, заслуженный артист Российской Федерации, чемпион по латиноамериканскому танцу ламбада в городе Москве, почетный гражданин родного Таттинского улуса. О чем он думает? Куда теперь позовет его ждущая полета душа?